Здравствуйте, вы смотрите телевизионный альманах Русского географического общества, и я его ведущий Рустам Сироздинов. 5 июня человечество отметило Международный день защиты окружающей среды, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Отметили этот праздник и в Бурзянском районе, в Башкирском государственном природном заповеднике. Сегодня первая часть, это вот будем мы награждать тех, кто участвовал в наших конкурсах районов, начиная с ноября месяца 2018 года. После чего вторая часть у нас будет выпуск наших моралов. А моралы, как вы знаете, мы уже выпускаем, завезли в 2013 году, будем выпускать уже второй выпуск, это уже телята наши молодые. И третьей части, вот у нас здесь поприветствуем, давайте, наших потомков нашего Батыры Карасуры, деревню Ямбаева, которые вот активно все жители приехали поставить памятный камень нашему Батыру. В Башкирском государственном природном заповеднике стало доброй традицией собирать на праздники жителей Бурзянского района и гостей из других уголков республики. Экологическому просвещению дирекция заповедника уделяет особое внимание. Вот и на этот раз в селе Саргая в День защиты окружающей среды прошел настоящий праздник единения людей и природы. Юным участникам многочисленных творческих конкурсов, учрежденных заповедником, были вручены дипломы и призы, в том числе и от Русского географического общества. Кстати, Башкирский заповедник и Русское географическое общество связывают давние узы дружбы. Региональное отделение РГО не раз софинансировало экологические акции и мероприятия заповедника. С Башкирским государственным природным заповедником у нас давняя дружба в совместных проектах. И вот сегодняшний день будет итоговое награждение участников всех конкурсов, которые проводит Башкирский государственный природный заповедник. И самое приятное – это выпуск моралов, которые содержались в вольерах Башкирского государственного заповедника. Были привезены они с Алтая. И вот пришло время, когда их надо выпускать на природу, на волю. В конкурсе «Лес и его обитатели» среди первой возрастной группы первое место занимает Гиляжева Алина. Ученица Янбаевской школы Алина Гиляжева победила в конкурсе детских рисунков о природе. Алина очень любит рисовать животных. Инсаф Мурадшин занял 3-е место в фотоконкурсе, учрежденном дирекцией заповедника. Инсаф любит гулять на природе с фотоаппаратом. Фото сделала я рядом с деревней, с нашей деревней, рядом с горой Аритугарма, где у нас росли разные красивые цветы. Они были желтого цвета, и мы с этим фото отправили в этот конкурс. И этот конкурс очень понравился. Кроме награждения юных натуралистов, во время праздника в Саргае прошли викторины на знания обитателей леса. Знатоки тоже получили призы. На таких игровых моментах бурзянские дети и учатся любить родной край, его природу, понимать, что окружающий мир надо беречь. Башкирский государственный природный заповедник уже совместно с администрацией Бурзянского района работу ведет именно в части сохранения нашей фауны, природы Бурзянского района. И основное, что радует, она Василихатна занимается детьми. Ежегодно проводит всякие конкурсы, разные конкурсы. В этом году я уже второй раз здесь нахожусь, в этом месте. И я очень рад, что подрастающее поколение воспитывает Василихатна. И я думаю, что нашему будущему поколению природа такое же хорошее состояние достанется. Кульминацией праздника стал выпуск в дикую природу из вольера нескольких благородных оленей-моралов. Первые моралы, заведенные сюда еще до войны, когда-то хорошо прижились и размножились. В 90-х годах их численность сократилась из-за браконьерства. В
В 2014 году в село Саргая, в самый центр Башкирского государственного природного заповедника, из Алтайского края было завезено несколько моралов. В музее-заповедника хранится уникальная коллекция мораловых пантов. Видно, что с каждым годом панты становились все мельче и мельче, что свидетельствовало о вырождении вида. Чтобы получить полноценное потомство, необходимо было вливание свежей крови. Благодаря усердию работников заповедника, лично директора Василии Янбаевой и спонсоров, были реализованы мероприятия по доставке и содержанию новых особей моралов. На сегодняшний день в Башкирском заповеднике обитает более 250 моралов. Мы настолько рады, что это потомство у нас появилось и хорошо так прижилось. И первые партии, которые мы выпускали, мы выпустили тех, которые с Алтая привезли. Поэтому они так хорошо сейчас расселились, разошлись. И я думаю, что вот это потомство, мы только рады теперь в природу их возвращать. Тем более самцов выпустили. Конечно, если по самцам говорить, у нас на территории самцов всегда почему-то последние годы больше становится, чем самок. Но это, видимо, территория просто охраняемая, там они скапливаются в это осеннее время. Но это же все местное племя. А тут, свежая кровь с Алтая. Поэтому мы только рады. Это уже второй выпуск оленей. Еще полгода моралы не будут отходить далеко от деревни, постоянно возвращаясь к вольерам. Инспекторы будут их подкармливать, делать сланцы. Затем постепенно олени начнут осваивать новые территории. Кстати, работники заповедника благодаря специальным чипам смогут отслеживать их местонахождение. У нас у каждого госинспектора свой обход, он этот обход охраняет, каждый день, получается, обходит, смотрит, что у него зашло, что вышло, браконьеров отслеживает, по следам учеты моралов проводим по реву. Это осенью уже. Зимой сено даем, соль, ячмень. За это выпускали в 2014 году, сейчас вот 2019 год, следующая партия. Сначала они детенышей не давали, потомство. Сейчас вот привыкли, уже все нормально. В дикой природе у моралов немного врагов. Это волки, медведи и рыси. Организация охраны животных на территории заповедника практически исключает браконьерство. А воспроизведение поголовья оленей в вольерных условиях с последующим их выпуском благотворно сказывается на увеличении популяции. Благодаря таким выпускным в оленьем интернате в Башкирском государственном природном заповеднике их популяция за последние годы значительно увеличилась. Кстати, в одном из загонов ждут новое пополнение потомства. А это значит, что очень скоро очередная группа оленей выйдет в дикую природу. В завершение праздника, посвященного Международному дню охраны окружающей среды, бурзянцы установили на территории заповедника памятный камень на месте Яйляу, литовки на пастбищах известного батыра и муллы Карачуры. Конечно, у него здесь Яйляу был. Он нашей деревне мулла, первый мечеть тоже он строил в деревне Умбаева. У него здесь земля была, Тугай называется, это Карасура Тугая. У него очень много лошадей было. В нашей деревне он самый главный Карашура, фамилия, потом Назарова, Ходай Назар и Исмагилов. В Уфе прошел экологический квест «Субботник» на берегу реки Сутолока. Сегодня игра проходит не только в Уфе. Сегодня соревнуются 15 городов по России. И мы соревнуемся за Кубок чистоты всероссийский. Так что у вас есть возможность стать самой лучшей командой России. Координатор проекта Максим Некрасов ознакомил участников квеста с его условиями. С помощью мобильного приложения шло начисление баллов. За разные виды мусора начислялось разное количество баллов. Меньше всего за смешанный мусор, а мешок с пластиком самый дорогой. В квесте приняли участие команды Министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан, Башкирского отделения Русского географического общества, Общества Красного Креста, администрация города Уфы, студенты уфимских вузов и многие другие. Сегодня здесь происходит замечательное событие. Мы не просто
участвуем в чистых играх, мы не просто получаем призы, мы чистим наш замечательный город. Здесь с 16 века складировались всевозможные отходы. Вот просто отходы. Люди выбрасывали, многовековая свалка. И вот сегодня только всем миром. Да, у нас вот коптеры летают, и все нас снимают, и все сегодня замечательно, народу очень много. Не может ни одно ведомство, ни одно министерство, ни ЖКХ города, ни отдел экологии города, который тоже сегодня здесь присутствует, ни Уфимское территориальное подразделение, ни Русское географическое общество, да, в одиночку сделать с этим ничего не могут. Только все вместе, только совместно мы можем навести порядок. Мы этот мусор убираем, а он опять откуда-то берется. И вот когда мы научимся сами этот мусор складывать именно туда, куда нужно, а не выбрасывать, тогда эти субботники, наверное, и станут ненужными. Тогда мы будем проводить другие субботники не по очистке, а по благоустройству, по высадке деревьев. Сейчас на самом деле сложно привлечь внимание к мусору, к экологии. Это модная тема, но, знаете, интерес такой короткий, временный. И разными способами стараемся привлечь внимание молодежи вот как раз к наведению чистоты, к поддержанию чистоты. И чистые игры, которые предлагается этот формат, очень интересный, необычный. И посмотрите, сколько людей пришло для того, чтобы почистить эту реку Сутолку. Здесь очень исторически ценное место, и оно в очень ужасном состоянии. Тут не только уборка мусора, но и краеведческая составляющая. Вот мы составляли краеведческие вопросы, которые касаются реки Сутолоки, истории города Уфы. И участники командами участвуют, отвечают на краеведческие вопросы и получают от нас призы. И, как мы видим, здесь очень много молодежи, студенчества. Это очень важно, потому что когда человек сам лично соприкасается и прикладывает немножко усилий, только тогда до него доходит, что это, оказывается, тяжело убирать. И каждый молодой человек, прежде чем кинуть какую-нибудь бутылочку, я думаю, вспомнит вот этот несколькочасовой труд, что это нелегко убирается. Речка Сутолока, местные называли ее Су-Колока, в переводе с башкирского означает «бурлящая вода», давшая когда-то основателям города Уфы и питьевую воду, и еду, и кров, сегодня находится в плачевном состоянии. Сама река очень красивая, берега живописные, но, увы, картины свалок удручающие. Наша компания ведет строительство здесь буквально недалеко, жилого комплекса «Символ». И в рамках строительства у нас предусмотрено благоустройство склона Сутолоки. Мы строим общественную спортивную площадку, очень большую. И когда приступили к работам, просто ужаснулись на самом деле, в каком состоянии находится река. Ну, честно говоря, было просто больно смотреть на то, сколько мусора и грязи здесь находится. И это все засорялось даже не один десяток лет, наверное, все-таки столетия. Было принято решение провести уборку, и нам очень приятно, что такое количество людей откликнулось на это дело. Нас поддержало Министерство экологии, нас поддержало Русское географическое общество, и огромное количество волонтеров, активистов, просто обычных людей, жителей города, сотрудников абсолютно разных компаний. Здесь есть и казачество, здесь есть МЧС сотрудники, есть здесь сотрудники нашей компании и других компаний, министерств. И на самом деле это очень классно, когда люди объединяются в едином порыве и делают что-то полезное. В конце субботника квеста организаторы подвели итоги, выявили победителей. Также участники экологической акции ответили на вопросы по краеведению, подготовленные региональным отделением Русского географического общества. Было интересно послушать истории о найденных на берегах Сутолоки артефактах. Участники игр проявили находчивость, показали хорошее знание истории Уфы. Завершит нашу программу 5-я серия «Подводных приключений». А я с вами прощаюсь. Жду ваших откликов и предложений на сайте rgo-rb.ru и в группе «Моя планета Башкортостан» в Фейсбуке. До встречи!
В предыдущих 4 сериях подводных приключений мы рассказали о том, что увидели и испытали во время 1500-километрового пробега по Башкирскому Зауралью и южным районам республики. За 6 дней мы посетили более 10 самых известных и красивых водоемов региона, оценили их ихтиосферу, провели экологический мониторинг. В завершающей 5-й серии нашего телепроекта мы расскажем о возможностях подводной охоты на разрешенных участках Верхней Агидели. Побываем в особо охраняемых территориях заповедника Шульганташ и развеем мифы о гигантских самах Юмагузинского водохранилища. Нам нужно проверить одну легенду. По утверждению местных рыбаков, на створе плотины Юмагузинского водохранилища в яме лежат огромные 2-метровые самы. В сопровождении местных властей и сотрудников полиции приезжаем на место. По легенде, здесь под плотиной живет усатый гигант, который время от времени выходит из глубины и пожирает местных уток. А ударом хвоста даже поднимает волну. Наконец-то у нас есть возможность увидеть этого монстра. Я уже года 3 слышу об этой яме, о том, что здесь действительно гигантские самы, что здесь они живут, иногда слышат всплески, их видят. Но мне хочется либо опровергнуть, либо подтвердить. Глубина здесь метров 13. В принципе, есть где спрятаться гиганту. Под воду идет Володя. С его слов, он обнырял весь створ метр за метром, просвечивая толщу воды мощным фонарем. Однако никаких самов-гигантов на дне нет. Много строительного мусора, обломков бетона, торчащей во все стороны железной арматуры. Как сказал Володя, просмотрел все от края до края. Сама нет. Проплыл неплохо, мне очень понравился прозрак. Прозрачная вода, видимость, насколько фонарь просвечивает, все видно. Единственное, чистое дно, наличия рыбы нету. Пронырял практически все, проплыл. Просто нету рыбы и все. Единственным моим трофеем на сегодняшний день стала вот эта вот монтировка, которую я достал со дна Юмагузинского водохранилища. Развеяна еще одна легенда. Правда, наш отважный разведчик на берег вышел не с пустыми руками. На 13-метровой глубине Володя нашел фомку. Может быть, это и не фомка, но на всякий случай мы подарили эту железяку сопровождавшему нас старшине полиции. Со словами: «Пусть этот вещдок, сброшенный в пучину Юмагузинского водохранилища неизвестным медвежатником, станет украшением будущего музея». Чувствуя себя настоящими разрушителями мифов, едем на Ласточкино гнездо. Это смотровая площадка и кафе на горе, под которой находится плотина. Вид отсюда изумительный. Прощаемся с этой красотой и берем курс на Иргизлы. Нас ждут верховья главной реки региона Агидели. Пока мы еще на территории Национального парка Башкирии. На въезде в Иргизлы спидометр показывает 1567 километров. 7-й день наших приключений. Нас встречает местный проводник, егерь Национального парка Башкирия. Обещали крупного сама и судаков. Вот таких мальков. Огромных судаков! Мальков. От этого малька избавиться не можем неделю. Гостеприимный хозяин везет нас сначала в село Кутаново. Далее едем в Максютово. По словам Ильгиза, он, кстати, тоже увлечен подводной охотой. Правда, ныряет почему-то не в охотничьем, а в дайверском костюме. В этих краях есть набелые ямы, где лежит достойный сом. Завтра можно... Нет. До обеда. Всю рыбу готовы отдать вам. Да, мы с собой не возьмем. С собой, да, мы забирать не будем. Только то, что здесь едим, и то, что... Домой же возьмем то, что останется у нас в животе. Вскоре убеждаемся в этом. Красавчик, как всегда, наш неугомонный Слава, берет сначала сама на 5 килограммов 400 граммов, а потом еще одного на 3,5. Весили мы нашего сама. Получился 5 килограммов 40 грамм. В общем-то, это самый крупный трофей, который был добыт в нашу экспедицию. Еще раз повторю, зачем поймете позже, этих 2 самов мы взяли на территории Национального парка Башкирия. Рыбалка, а значит и охота именно здесь не запрещены. Это не особо охраняемая территория. Ну что ж, если есть хороший сом, его надо есть. Мы же не на продажу его стреляем. Разделываем тушу и жарим шашлык. Наконец-то, на 8-й день нашего путешествия у нас вдоволь мяса для еды. Пусть не трофей по большому счету, но для наших отнюдь не астраханских аппетитов вполне зачетно. Вот так вот каждый день мы едим самятину, варим уху из щук и карасей. Экспедиция называется.
Кстати, пока готовили рыбку, заметили, как наш бивуак очистили от мусора работники национального парка. Тихо, не привлекая лишнего внимания, подъезжают двое парней в камуфляже на бортовом УАЗике и собирают мусор. Подходим, беседуем. Это мусора мало. По собственной инициативе мы сами так работаем, потому что у нас, грубо говоря, наши должностные инструкции они отличаются, чем вот ходить убирать мусор. То есть мы хотим сами просто по-человечески относиться к людям, вот и все. Молодцы, что скажешь. 7-8 тысяч, конечно, не зарплата для этих парней. Но, наверное, еще что-то кроме денег держит их на этой работе. Может быть, любовь к родному краю, может быть, вера в то, что когда-нибудь их труд будет признан и достойно вознагражден. И нам хотелось бы в это верить. Но вот из воды выходят все наши охотники. Бурно обсуждаем увиденное. Хорошая прозрачная вода, видимость более 2 метров. Есть все-таки наличие рыбы, да, какой-то, пускай пока у нас вот не трофейный, но рыба есть. То есть видел сорожку, видел крупного окуня, видел пару щурят, стрелять не стал, надеялся на сама, но сама, к сожалению, я не встретил. В такую чистую воду, все-таки в такую красоту, горы, сюда нужно приезжать просто отдыхать, ну и заодно заниматься своим любимым хобби – подводной охотой. Едем на ночлег к нашему егерю Ильгизу. Кто-то из ребят назвал его Росомахой. Помните фильм «Люди Икс»? А по-моему, Ильгиз скорее Пушкин. Конечно, ему побриться не мешает, но, наверное, с такой работой просто не хватает времени. А может быть и бритвенных станков. Утро 8-го дня наших приключений. Аж страшно. Не дай бог вот туда в обрывчик. Буквально каких-то полметра. И потом тебя собирать будут долго и долго. Здесь надо быть очень аккуратным и очень внимательным. Решаем сегодня отклониться от маршрута, заехать в заповедник Шульганташ и посетить знаменитую Каповую пещеру. Платим положенную мзду за проезд, и шлагбаум открывается. Машины паркуем возле здания музея пчелы. Ребята одеваются в гидрокостюмы и плывут вверх по течению для съемок. Наша группа идет в пещеру. Спасибо проводникам, они делают для нас исключение, и мы заходим на 2-й этаж пещеры. Не смотрите, нам самим страшно. Идем тихонечко. Ой, как... Да, конечно же, для этого нам нужно было подготовиться. Извините, мы дайверы, а не спелеологи. В следующий раз будем знать все требования техники безопасности в сухих пещерах. Пока знали только о подводных. С ранениями, но вполне живые, выходим из пещеры. Это «Подводное приключение 2012». Ждите новые.